Теперь, как мы и собирались, очень немножко пройти по сложные вопросы для СМИ. Ну, хотя бы 5 минут. Об этом для журналистов сегодня будет рассказываться и позже. 10 вопросов сложных для СМИ. У вас он есть, если вы пройдете по QR-коду. И презентация следующая Алексея Олеговича тоже. То есть просто не теряйте эту ссылку, там есть вот эти вот материалы, которые сейчас тоже будут. И я думаю, что это будет очень удобно использовать, потому что когда мы работаем с общественностью, да, а мы все так или иначе работаем с общественностью, нам нужны вот эти опоры. Да, это то, что Алексей Олегович будет рассказывать, это, собственно, опоры науки, да, которые нам дает наука и самые-самые, ну, так скажем, последние разработки, аргументация, да, которая на сегодняшний день, ну, наверное, вот то, как она разработана, да, это то, что у нас сейчас вот есть и то, о чем мы будем говорить. Я написала вот Biome Team Telegram, и сейчас Джамиля напишет нам ВВФовский сайт, тоже центральноазиатской программы, где тоже можно скачать глоссарий. Началось с того, что было ли то, что... Работает? Да, да. А было ли то, что сейчас наблюдается в прошлом? Конечно, было, безусловно, и гораздо сильнее, чем сейчас, и гораздо даже и по силе, и по скорости изменения были. Но физические причины этого известны, так? И главное отличие, то, что это сейчас, и причины другие. Вот это важный очень момент. И еще момент, что говорили, были же сильные резкие изменения климата там, в VI веке и ничего. Так не то, что ничего, а очень даже чего. В Византии погибло чуть ли не 70% населения. А одна из цивилизаций, тут неподалеку, на территории Персии, просто ослабла от неурожаев настолько, что друзья-конкуренты ее скушали. Да, то есть, да, было, но это, так сказать, в прошлом. Ну и в целом такая как бы шкала, так, я это уже как бы суммирую. Если мы рассматриваем десятки миллионов лет, нам важно, континенты постоянно движутся, тектонические сдвиги. Так? Где-то быстрее, там несколько десятков сантиметров в год, где-то медленно, 1 сантиметр в год. Вот когда они все собрались у полюса, нет белой шапки Земли и на 10 градусов жарче. Когда они пододвинулись, Антарктида, там северная, так, полярная область, на 10 градусов, ну так, как сейчас. Так, это такой масштаб. Да? Следующий масштаб, это, грубо говоря, 1 миллион лет или 100 тысяч лет. Каждые 100 тысяч лет у нас ледниковый период. Причем ледниковый период у нас 80 тысяч лет, а межледниковый, грубо говоря, 20. Вот сейчас у нас тепло, а ледниковый период у нас где-то градуса на 3 холоднее, так? Но не сильнее. И, надо сказать, последний ледниковый период люди, в общем, вполне так успешно жили, потому что ледник, ну, он там до Москвы, до Калифорнии, но не по всему периметру, а такими языками, только языками. То есть это не гибель цивилизации ни в коем случае. Так? И фраза, что мы идем к ледниковому периоду, конечно, да, только, во-первых, точно, что не в 3-м тысячелетии. Во-вторых, слово «идем» неправильно. То есть он будет. Идем, это значит, мы уже сделали шаг. Вызвано это изменениями оси вращения Земли и ее орбиты. Вот вы знаете, наверное, когда игрушка «Волчок» Юла вы запускаете, сначала так, потом вот так начинает крутиться. Вот наша Земля то же самое. Ось уже вот так. Так? Ну, еще там есть разные движения. Это, конечно, всегда было, есть и будет, но признаком, что начали идти, это сильное похолодание лета в полярных широтах. А сейчас у нас потепление в полярных широтах и очень даже сильное. Да? И признаков похолодания нет никаких. И, в общем, если астрономия это очень точная наука, да? Там же все по синусам. Расчет показывает, ну уж точно не 3-е тысячелетие. Да. А всякие разговоры про малые ледниковые периоды, это тоже, так сказать, некое, так сказать, искажение информации. Никакого ледника не ожидается. Да, может быть, что какие-то годы, а даже десятилетия в 21 веке будет похолодание, потому что будет много извержений вулканов, да и Солнце, вы знаете, 11-летний цикл, есть другие циклы, океанские вариации тоже. Очень может быть, что они затормозят воздействие человека, но потом-то все придет на круги своя. То есть вот так вот будет. И такие вещи уже были. Это было в начале 2000-х годов, это можно подробно показать, но сейчас просто у нас нет времени. То есть никаких особо ледниковых периодов не ожидается, а в целом вывод такой, если опять идти, что каждый конкретный год надо смотреть,
есть ли извержение вулканов. Извержение вулканов – это только затемнение Земли от Солнца. Тепла они идут мало, парниковых газов мало, а затемнить могут. Зависит от геометрии извержения и его силы. Так? Затемнили на годик холоднее, может быть, на 2 годика холоднее, ну, больше. Спрашивается, а если сейчас как из пулемета извержение вулкана? Ну, значит, приостановится на 10 лет, на 15 лет, но к этому нет никаких предпосылок. Солнце то в плюс, то в минус. Поэтому вывод такой, что каждый конкретный год зависит от естественных факторов больше, чем от антропогенного тренда. Каждое десятилетие как случится, как придется. Что там у нас с Солнцем, что с вулканами, что с Эль-Ниньо, Ла-Ниньо, сильны ли они или они слабее. Но если осреднить за 50 лет, однозначный вывод климатологов называется unequivocal, то есть без экивоков и всяких, так сказать, каких-то сентенций. Хотя, конечно, с другой стороны, спрашивают ученые, это что, 100%? Говорят, конечно, нет. А вдруг извержение вулкана будет как из пулемета, да? Не 100, но практически 100. Это доминирующая роль человека. Момент, очень кратко скажу, спрашивают, так чем климат отличается от погоды? Климат – это набор всех погод, как минимум за 10 лет, а то и больше. Так. Доказано ли антропогенное воздействие на климат? Да, доказано. Причем не теориями и не моделями, а прямым и экспериментальными измерениями. Прямым экспериментальным измерением температуры, то есть вод Мирового океана, это значит, оно есть. Что при этом происходит в атмосфере? Уже безразлично, настолько это много по энергии. То есть, грубо говоря, из-за более толстой пленки накапливается тепло, и куда оно уходит? В океан. Более 90% лишнего тепла океан поглощает. Почва, она мало поглощает. Льды тем паче. А сам воздух, он слишком легкий для этого, для этой роли. Теперь сам парниковый эффект давно и хорошо физически изучен, уже, так сказать, чуть ли не 150 лет, как работы идут. Учитывается масса обратных связей, все учтено. Ну а дальше. Измерение концентрации СО2 и метана, прямой экспериментальный факт, ровненький сезонный ход, без разбаланса, то есть природа пока держится, принцип Le Chatelier помогает, но тут немножко не совсем так, но природа держится, она пока не раскачана. То есть естественные потоки, они сильны. Так? И изотопный анализ показывает на 80-90% отжигания ископаемого топлива. Спорить с этим невозможно, это прямое измерение. И еще один факт, как вишенка на торте, раз у вас пленка толще, под пленкой теплее, над пленкой холоднее. Стратосфера охлаждается. Это очень наглядно, очень четко. Росгидромет очень любит эти картинки, они запускаются. Вот тут красное, а тут-то вот синее у вас. Так. Это. Ну, естественно, у СМИ были вопросы, а что, может быть, это все-таки заговор стран? Ну, что ж, это распространенное сочетание. Политики очень часто придерживаются мнения, а вот кому выгодно, тот и придумал. Да? Значит, выгодно китайцам, они придумали. Выгодно американцам, значит, они придумали. Ну, тут, знаете, что можно делать? Ну, тут надо отрезать науку от политики и как-то понимать, что физика атмосферы океана, она вот сама по себе. Она даже не знает, что такое слово политика, что такое слово деньги. А люди, которые на этом работают, они где-то как-то живут другой жизнью. Для них важно, вот он ученый, да? Так, он живет за счет научных грантов, каких-то научных программ. Если он будет слишком подстраиваться под политику, он просто не получит этих грантов. Не получит. Он может продаться какой-нибудь компании и сказать что-то такое совсем мерзкое, ложь, да? Но один раз. В следующий раз он уже будет не ученый, да? Потому что это уже понятно. И это первое, потому что смежный вопрос. А как вот разговаривать с климатическим скептиком? Прежде всего сказать так. Ключевое слово «наука». Наука именно не экономическая, не философская, а именно физика и химия атмосферы океана. И те факты, прямые, экспериментальные, и те люди, которые это меряют, они вне этого. Да? Ну, естественно, привести пример вот данных экспериментальных фактов. Еще, говорит, хорошо сказать, я, говорит, не вижу изменения климата, я не вижу, что это от человека. Говорит, мы с вами, ни вы, ни я, увидеть это не можете. Мы не видим СО2, где тут эти молекулы, а уж изотопный состав тем позже не видим. В океане мы не живем и в стратосферу не залетаем. Поэтому мы можем только поверить. Естественно, тезис «а ничему я не верю, все за деньги». Но тут надо аккуратно как-то объяснять им, что вот от сих до сих, когда физика, это все-таки не за деньги. Как только начинается экономика,
это начинается просто другая жизнь, это другая планета. А уж политика тем паче другая планета. Но это не влияет назад ни в коем случае. Ну, наверное, так. Ну и в конечном счете, конечно, вот пришли к какому-то такому консенсусному выводу, что все равно не переубедить некоторых, особенно людей старшего поколения, ну тогда надо разойтись миром, разойтись на чем-то таком, как вот я говорил про Юрия Скочилова, что, ну хорошо, вы считаете, климат не меняется, на дрофу не влияет, но печки нужны? Нужны. Давайте печки менять. Вот как-то так, разойтись миром. Так, ну, пугают концом света, это мы немножко уже затронули, ледниковые периоды затронули. Вот 1,5 градуса. Вот две типичные ошибки, из которых получаются страшилки или просто глупости, и на этом я закончу. 1,5 градуса – это некая условность, это не более того. Это совсем не то, что вулкан извергается. Если лава дошла до поселка, он сгорел. Первый дом загорелся, пламя перекинулось на всю деревянную деревню, все, нет деревни. Если хоть в 50 метрах остановили, все, поселок цел, абсолютно. Навсегда, ну до следующего извержения, которое может произойти через 100 тысяч лет или 10 тысяч лет, неважно. Так? Тут ничего подобного нет. Это некая условная граница, записанная на бумаге в Парижском соглашении. То же самое 2 градуса. Да? Хотя, конечно, это влияет, безусловно. Вот пример такой приведу с волнами жары, его приводилось и на конференции, что те волны жары, которые в той или месте, или тепла, если это север, да, были раз в 50 лет, они были всегда. Сейчас они раз в 10 лет. Это статистика, это вот, в среднем по планете. Да. Поскольку изменение климата 1,5 градуса, сейчас у нас 1 градус глобального потепления, не вот океана, а и вот воздуха, да, то есть потепление минус затенение, то 1,5 градуса неизбежно пройдем. И 2 градуса в годах 50-х, 60-х неизбежно пройдем. А вот 2,5 – это то, на чем бы надо остановиться. Хотя ученые говорят, что вот остановим 2,5, а дальше еще будет тянуться и до 3 дотянем. Это та углеродная нейтральность, которая в Глазго 1,5 года назад пообещали все страны. Нейтральность в смысле снизить выбросы, остаток поглощения лесами. Казахстан 60-е годы, Россия 60-е годы, Китай то же самое, Индия попозже, Европа пораньше. Но все понимают, что это, в общем, где-то там к 80-м годам, дай бог, получится. Так вот, если это будет так, это лучший сценарий, лучше нереально. Да? То, что сейчас раз в 10 лет, будет каждые 3 года. То есть и частота сильных засух, которые когда-то были раз в 50 лет, и частота волн жары, грубо говоря, вот так вот участится. А если все это, ничего из этого не получится, все пойдет разнос, и потепление не остановится на 2,5-3, а составит 4,5-5, да, то те, что было раз в 50 лет, будет каждый год. Понятно, что во многих частях земного шара жить будет, скажем так, как в Антарктиде, там же есть научные станции, правильно? Люди же находятся там, да? Но там же зимой только очень специфично можно жить, значит. Если южная часть Африки, не ЮАР, а вся южная часть Африки в это превратится, это самый негативный прогноз именно для них. Значит, там к тому времени будет 500 миллиарда человек, куда-то поедут. И, к сожалению, есть места Средиземноморья, которые вот и в Центральной Азии угрозы есть. То есть вот цена вопроса. Но нет жесткой границы 1,5 градуса, 2 градуса. Вторая беда представления, что 1,5 градуса, дальше катастрофа. Путают временные рамки. Говорят про ледниковый период, но не говорят, когда. Говорят, мы идем к новому ледниковому периоду. Ледниковый, климатолог какой? Ледниковый период будет. Ага, думают, он пересмотрел все свои взгляды. Он против Росгидромета. Объявить его каким-нибудь еще агентом. Но это же глупости, потому что, конечно, это, может быть, через 20 тысяч лет, а может быть, дольше, пока никаких сигналов к этому. Доходит до курьезов. Японские ученые выяснили, что Земля потеряет почти весь кислород через 1 миллиард лет. В заголовке, естественно, слова «миллиард» не было. Да? Кстати, проблемы кислорода на земном шаре нет. Его настолько много, что, конечно, чем больше СО2, тем меньше кислорода. Но и концентрация кислорода плавно уменьшается. Но даже если все леса сейчас вырубить мира,
концентрация кислорода изменится очень слабо. То есть это проблемы кислорода в воздухе нет, она есть в воде. Это вы хорошо знаете, для рыбы, там, для тех или иных морей, океанов. Есть, серьезно, но не в воздухе. Так, на этом, наверное, все. Я вижу, что вопросы назревают. Да, Анар? Да, я вот хотела попросить, да, Алексей Олегович, может быть, вы немножко остановитесь, вот loss and damage, да, то, что loss and damage, да, то, что вот потери и ущерб, да, вот это интересная тема, и она сейчас, я думаю, такая, ну, интересующаяся многих, но много непонятных вещей. Все-таки что можно сделать, если эта проблема существует? Спасибо. Ну давайте это сейчас. Но это надо каждый раз смотреть на месте, правильно? Вот, ну, много обсуждается на примере подъема уровня Мирового океана, то есть тут понятно, что ничего нельзя сделать, потому что ледники тают, прежде всего льды Гренландии, в меньшей степени Антарктиды, ледники, которые почти ноль дают, то, что они тают, все испаряется в итоге. Так? Но это мало. Плюс тепловое расширение воды. Задача для 5 класса, да, расширяется. Ничего сделать нельзя, в каких-то случаях можно, может быть, построить дамбу, да. То есть если подъем уровня ожидается к концу века порядка метра, в тропиках 1,5, в тех или иных тропических зонах 1,5, в силу физических причин, то в 22 веке это может быть 3 метра, а то и 5, и самый худший прогноз на 23 век, самый худший, 15 метров. Ну тут, конечно, надо думать, и все, так сказать, рассуждают, перенести город вглубь континента, или же малый остров никто спасать не будет. Венеция – это лагуна, и можно построить дамбу, и ее хватит. 15 метров – это просто гипотетический прогноз, просто вот чего больше быть не может. Потому что иногда аж говорят, что 100 метров, 50, это глупости. Это, технически невозможно, физически. Так? Вот, и это уже в каждом месте решение свое. Так. А что касается ледников, это надо смотреть, то есть понятно, что осадки выпадать будут. Надо смотреть, сколько в данном месте. Есть ли прогноз, а для очень многих местностей, в том числе в среднем для Центральной Азии, в среднем количество осадков годовое будет тем же самым. А может быть даже кое-где увеличится, на севере Казахстана точно увеличится. Так? Вот, поэтому в среднем это еще средняя температура по больнице. Север Казахстана очень большая территория. Вот, то надо смотреть дальше. Вот снег выпал, а дальше в каком месяце это быстро растает, потому что когда он лежит на темных камнях, понятно, что он тает иначе, чем когда он аккумулируется ледником. Куда пойдет эта вода и с какой скоростью? Что она снесет, можно ли ее где-то остановить и запасти, или нельзя, или вообще делать, или обходиться вообще без этой воды. То есть тут в каждом конкретном месте надо смотреть, что делать. Вот, для меня понятие это, конечно, прежде всего это документирование, да, этих процессов. Но вообще вот что делается вот в настоящее время? Потому что, как мы знаем, наука у нас особо, можно сказать, на таком, по крайней мере, в Центральной Азии, а вот, скажем, в других странах, Россия, что вот в этом направлении делается? И, знаете, может быть, какой-то, западный, да, пример? Знаете, вы удивительно слово точное употребили, документируется. Вот это надо документировать и доставить, грубо говоря, международному сообществу. Потому что малые островные государства, они это документируют, у них, конечно, ситуация еще хуже. Если ты понимаешь, что родной остров, где твои предки жили 500 лет, или сколько там лет, да, его не будет, вообще не будет. Не то, что тебя выселят, то, что ты там кому-то насолил, так, а его вообще не будет. Это, конечно, вообще бьет по мозгам. Тут в Центральной Азии такого, конечно, нет, хотя понятно, что где-то вот, Аральское море мы видели все, да, не будем. Вот слово, я на этом как раз буду останавливаться. Можно вопрос тоже? Можно вопрос? Я. Алексей Олегович, такой немножко узкоспециализированный вопрос, наверное, дискуссия. Вот опять же по поводу терминологии, что даже нам, людям, которые работают в этой сфере, сложно разобраться, каково же вот нашей с вами аудитории. По поводу волн тепла и волн жары. Вот вы сейчас сказали, волны жары это как бы вот для более южных территорий, волны тепла для северных. Но вот насколько, так скажем, ссылаясь на свой опыт в анализе данных и в
обращение, наверное, к приложениям, которые разрабатываются при, так скажем, рекомендации Всемирной метеорологической организации. Волны жары – это у нас циклы с аномально высокой температурой. Там есть такое определение с температурой, которая была в 90% случаев, 90 перцентиль. Да? А волны тепла – это за период с мая по сентябрь для северного полушария. То есть как бы вот именно в теплый период года, вот это вот жаркие дни. А волны тепла – это в целом за год. Потому что у нас бывает, допустим, в Кыргызстане у нас повысилось количество оттепелей зимних. То есть это тоже это волны тепла, это нельзя назвать волнами жары. Допустим, в марте, да, у нас вот аномально растет температура, мы теряем просто март, да, это тоже вот волны тепла. Вот, может быть, вы мне сейчас как бы вот просто... Нет, вы совершенно может быть, правы, то, к сожалению, это не циклы, потому что если циклы, то так, да. Циклы Это 3 дня, период. циклы 3 дня и более, вот Это, я, извините. это не циклы, это периоды. Ну, Цикл хорошо. это то, что Да, вот да. цикл Солнца, он так, а тут пик, оп, назад. Нет пика назад. Да, это периоды. Да, это периоды, но в Голосарии мы волн тепла по применению к северу не касались. Хотя, конечно, вот это некий, может быть, пробел, то что если Росгидромет дает определение и использует главную геофизическую обсерваторию, они же лидер северо-евразийского центра, вот, который, да, СИАКЦ как-то, да, СИАКЦ, да, то они считают с 1 мая по 30 сентября. А в данном случае нужно пересчитывать, да. Да, действительно. Может быть, вам известно, что, к сожалению, у нас для региона Центральной Азии даже в официальной терминологии критерии опасных явлений нету понятия волн жары. Есть только аномальная жара. Это 5 дней с дневной температурой выше 40 градусов, выше либо равной. Представляете, допустим, 40 градусов для Ашхабада, для Ташкента это нормально. Но у нас таких температур не отмечается. Но мы страдаем от того, что у нас увеличивается действительно, так скажем, есть такое понятие статистически значимый рост вот этих периодов, Длительность. Продолжительность. Вот это самое То главное. есть вот они становятся чаще и они становятся более продолжительными. Но в нашей системе, допустим, здравоохранения, мы не можем, допустим, страна не может принять какие-то превентивные меры, например, сокращение рабочего дня, потому что 5 дней стоит температура 39. А на самом деле и на самом деле вот эта проблема, опять же, с терминологией, потому что даже многие люди сейчас, наши даже вот эксперты вот в секторах, они ждут, как бы говорят, допустим, ссылаясь на вот эти критерии официально принятые. То есть, опять же, вот это замечательный действительно продукт терминологии, его можно использовать даже для страновых НПА, для того, чтобы это как бы внедрить и объяснить нашим лицам, принимающих решения, что нужно пересматривать уже установленные как бы рамки, которые еще были приняты в Советском Союзе. Ну, медики, во всяком случае, российские, они очень хорошо это и очень громко. Вообще медики те люди, которые сразу говорят, да, есть, да, очень плохо, да, негативно, даже для северной страны. А как же в Архангельске, а что, говорит, когда минус 25 и солнце, дети хорошо одеты и не болеют. А как только 0 и ветер, они бегают, распахнулись, им тепло, и весь класс слег. Да? Даже там. Но медики понимают, именно волн жары, более того, они еще что говорят, вы не смотрите статистику преждевременной смерти во время волны жары. На 5-й день мы отвозим в реанимацию, волна жары прошла, человека не спасли. Он попал в статистику после. Вот еще взять. Ладно, давайте мы... Это, конечно, печальный момент, Да. но... Можно один вопрос очень короткий, который мне вообще не дает покоя никак? Мы знаем, да, что основными самыми крупными эмитентами СО2 у нас являются США, Китай и США, да, это почти около 40% всех общемировых выбросов СО2. И остальные страны там чуть меньше, там 1,5% вклада, да, антивклада, скажем так, в общемировые выбросы. И такое ощущение, что мы на своем уровне, что сколько бы мы ни внедряли митигационные меры и так далее, то есть это в общей картине ничего не изменится, если эти страны в первую очередь, да, не начнут очень активно работать над этим. Вот. И когда я начинаю думать об этих цифрах, руки немножко опускаются в том плане, что ну и что мы здесь что-то внедряем, у нас очень небольшой процент этих выбросов, и как на эти страны вообще мировое сообщество влияет, не знаю, их заставляет что-то менять, потому что это больше выбросов они делают, а страдают другие страны, которые меньше несут ответственность за изменение климата.
Ну да, сейчас об этом как раз будем и говорить. Ну, конечно, прежде всего должны делать крупные страны. Так, прежде всего, безусловно. Ну, сейчас. Да, потому что вот что бы мы ни сделали, как бы мы здесь не внедряли, не работали, пока эти страны не возьмутся, то толку-то? Смотрите, вот сейчас страны двадцатки дают 80% выбросов. Все остальные 20%. Но если 19 из стран двадцатки, кроме Ирана, да, то есть все крупные страны, пообещали углеродную нейтральность, и хотя мы понимаем, что не выполнит она к сроку, но выполнит, попозже. Все у нас часто бывает выполнили, но попозже, чуть похуже, чуть попозже. Поправка всегда вносится, да. Но плюс еще некоторые страны, скажем, Казахстан, 60-й год, тоже, пусть тоже чуть попозже, но, то есть, грубо говоря, 80%. Вот они снизили, а те 20 возросли при этом, так? И особенно Африка тут имеется в виду, да, с очень бурным ростом населения и переносом промышленности, поскольку очень дешевая рабочая сила и прочее, прочее. И тут же море. Морем легко привезти рублю и увезти железяки, да, очень удобно, дешево, да. Неважно, что пусть так завод стоит, дымит, сколько угодно. То есть наступит время, и это понимают крупные страны, что те страны, которые не двадцатка, это будет не 20, а 40, потом 60, а потом 80. Мир перевернется наоборот. Когда это будет наоборот? Наиболее, наверное, такие реалистичные оценки год какой-нибудь 60-й. Поэтому заранее стараются как-то, так сказать, вырулить на низкоуглеродное развитие, но очень часто ничего личного, только бизнес.